Это программа «Главное». Здравствуйте. Франция поближе познакомилась с самобытной культурой Ингушетии. 2 дня с 27 по 28 июня в Париже прошли Дни культуры Ингушетии. В Российском центре науки и культуры, где состоялись основные мероприятия, были представлены картины ингушских художников и национальные костюмы. Там же прошли интересные мастер-классы. Кроме того, состоялся концерт наших артистов. Удалось ли впечатлить нашим мастерам культуры, искушенных французов, мы узнаем у наших гостей. Сегодня в главной студии национального канала министр культуры и архивного дела республики Марет Газдиева, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств Ася Евлоева, политмейстер Государственного ансамбля народного танца Ингушетии Адам Имагожев, народный артист Ингушетии Тимур Дзейтов и народный художник Ингушетии Муса Мартазанов. Я вас приветствую всех. Спасибо. Марет Багудиновна, я так наблюдаю, что у нас зарождается новая традиция. После каждого вашего визита в города, страны мы собираемся тут и обсуждаем вашу поездку. Недавно мы говорили о вашем визите в Италию, и тогда вы сказали про Францию, что вы туда собираетесь. Как вам удалось реализовать этот масштабный проект под названием «Дни культуры Ингушетии», и как вы к этому пришли вообще? Добрый вечер всем. Это была плановая поездка наша, плановые гастроли. Дело в том, что она возникла по инициативе руководителя франко-ингушского центра во Франции Исы Бокова. Он обратился к главе республики с просьбой оказать содействие в проведении Дней ингушской культуры именно в Париже. На что глава республики, конечно, отозвался положительно, поддержал эту инициативу, и поручил Минкульту организовать на высшем уровне многоплановый такой проект, который включает в себя не только концертные какие-то проекты, выступления, но и выставочные мероприятия. И в связи с этим, ввиду ограниченности, так сказать, и финансовых средств, и в связи с тем, что сроков для подготовки к выезду было очень мало времени, то есть это был всего месяц на то, чтобы купить билеты, оформить все визовые документы, подготовить программу. Была сформирована такая группа, которая состояла из 15 человек. Все эти люди несли на себе несколько функций. Они работали в многоплановом режиме с тем, чтобы за такое ограниченное количество людей могло представить как можно больше граней нашей с вами культуры. Я считаю, что все очень качественно справились, потому что французы и наши соотечественники, проживающие во Франции, не только, были гости из Бельгии, из Норвегии, наши соотечественники приезжали, смогли увидеть очень яркое представление ингушской культуры, которое включало в себя очень много мероприятий, направленных на пропаганду историко-культурного наследия, художественного наследия, нашей традиции национального костюма, концертные мероприятия, которые включали в себя и исполнительскую культуру, и вокальную культуру. И, конечно же, самым завершающим ярким моментом была выставка национальной кухни. Особенность этого представления заключалась в том, что эта кухня была подготовлена нашими женщинами, соотечественницами, которые проживают как раз в этих европейских странах. Это была некая такая консолидация, такое красивое ингушское мероприятие. Я была поражена, когда именно в Российском центре науки и культуры мы увидели столы. Это было организовано ими нашими соотечественниками, проживающими в зарубежье. Мы увидели, начиная от Дулхал, Сыскал, заканчивая Зуакаш и прочее. Холл ингушский. Это было удивительно, красиво и трогательно. В проведении Дня культуры принимал участие известный ингушский художник Эдалгерей Дербичев. Да. Он проживает в Норвегии. Это была инициатива с его стороны или вы его пригласили? Дело в том, что сначала его пригласил наш инициатор Иса Боков, затем, используя свои личные контакты и знакомства с этим человеком, я позвонила ему в Осло и попросила его, все-таки у него были какие-то там накладки с другими проектами, попросила лично его принять участие в мероприятии, потому что
То, что он представил, это было нечто уникальное. У него есть целая серия картин, написанных, посвященных поэзии Джамалдина Яндиева. Это были уникальные работы, которые было любопытно увидеть не только гостям, французам, нашим соотечественникам, но и нашим художникам, которые поехали туда с нами вместе. Ну и, конечно же, нас это очень впечатлило, и я очень рассчитываю, что когда-нибудь Эдельгири Дербичев сочтет важным и нужным подарить эти работы, эти реликвии в наш фонд Музея изобразительных искусств. Ну, еще должна сказать, что он подарил все-таки нам 2 картины. Это было 2 этюда театральных. Дело в том, что он является художником-сценографом, работает в Осло, в театральном училище. И он нам подарил 2 картины, которые вскоре прибудут в Музей изобразительных искусств, и мы сможем познакомить наших соотечественников с этими работами художника. Хотелось бы спросить у представителя музея, с каким именно материалом мы поехали во Францию. Мне хотелось бы сказать, что это такая была выставка, сборная выставка, которую мы подготовили за достаточно непривычное для нас ограниченное время. И мы постарались в таком маленьком масштабе, но емко представить изобразительное искусство Республики Ингушетия, но и представить какие-то элементы декоративно-прикладного искусства. Работы нам с большим удовольствием на эту выставку вручили, можно так сказать, обладатели коллекций живописных работ, сами художники. На выставке было представлено более 16 живописных работ, и среди них у нас были включены виды горной Ингушетии, поскольку мы захотели помимо живописи в фотографиях показать многообразие наших уникальных археологических памятников, памятников древнего зодчества Ингушетии. И какое же мероприятие было бы без визитных карточек нашей республики, без национальных костюмов? Мы представили парные костюмы. Это и средневековый женский наряд в исполнении Мадины Албагачиевой, ингушский мужской традиционный наряд в исполнении Зины Абоевны Энаркиевой. Ну и любезно нам на эту выставку свою коллекцию нарядов представили мастера Фатима и Лейла Аскановы. Эти работы пользовались большим успехом, потому что наши соотечественники, давно знакомые им, мы смогли показать в виде этих коллекций работ, показать уже в новом видении, поскольку было очень много чего рассказать, было очень много вопросов. Но и сама постановка, нам понравилось то, что как технически эта выставка была оснащена, потому что мы не на всех мероприятиях можем столкнуться с теми техническими материалами. Именно для экспозиции нам требуется. Там это все было очень изящно, красиво все представлено, и мы в полном видении могли в полной мере раскрыть всю концепцию, составленную нами выставки этой передвижной. И получилась очень интересная экспозиция, 2 зала, на которых у нас работали и мастера декоративно-прикладного искусства, и мы вместе, я думаю, это мероприятие удалось, потому что все работали одной большой командой, и мы очень удачно друг друга дополняли. А что чаще всего говорят иностранцы, рассматривая наши национальные костюмы? Мы всегда стараемся вывести на такие выставки обязательно наш свадебный наряд, потому что, когда он отсутствует, очень много возникает вопросов по поводу наших свадебных обрядов. И на примере одного наряда мы можем много рассказать о наших свадебных обычаях, обрядах. Это вызывает очень большой интерес, и возникает очень много даже иногда незапланированных нами вопросов, которые, возможно, мы иногда даже и не предусматриваем, но очень много бывает вопросов, которые характеризуют то, что с нашими традициями, обычаями, обрядами люди знакомы, и то, что мы рассказываем, такую емкую, но достаточно содержательную обзорную экскурсию, которую мы даем именно по предметам декоративно-прикладного искусства, оно
в полной мере отражает суть нашего народа, наши традиции, обычаи. И это людям интересно. И для нас бывает очень большим приятным достижением то, что хотя бы один человек уходит из посещения вот этого мероприятия, наших вернисажей, с каким-то багажом знаний именно о нашем народе. Мы считаем, что выставка подготовлена очень хорошо. Я хочу выразить сердечную благодарность главе республики Юнузбеку Евкурову и министру культуры Марет Газдиевой, который сегодня здесь присутствует. У нас приехала очень солидная артистическая группа. У нас приехали также художники, и я думаю, что сегодня парижане будут очень рады увидеть нашу культуру. Прежде всего хочу, конечно, поблагодарить нашу принимающую сторону, потому что если бы не они, все, что сегодня должно состояться, оно бы не состоялось. Намерены мы сделать очень большую развернутую программу, в рамках которой мы продемонстрируем уникальные обычаи, традиции не только современности, но и начиная с глубокой древности. Жители Франции, наши соотечественники, которые проживают за рубежом, смогут соприкоснуться с нашей уникальной культурой, познакомиться с современными тенденциями развития изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства. Муса, а чему были посвящены ваши картины, которые вы представили? Исторический период или пейзаж? В принципе, я ни одну свою работу не отвез. Я давал мастер-класс для этого и поехал, в принципе. В течение 45 минут я успел сделать около 40 работ. И чем интересен мастер-класс? Он интересен тем, что он привлекает. Это живое общение, это возможность человека, который ценит изобразительное искусство, задать интересующий его вопрос касаемо нашего изобразительного искусства, наших окружающих нас пейзажей. И я все эти работы в течение этого периода раздаю всем желающим, и у них остается частичка меня и нашего региона. Ну, помимо этого я помогал, как и вся наша команда, которая занималась и взаимовыручкой, и так и должно быть. Всегда в кадре остается красивая картинка, а за кадром, как и у вас на телевидении, как и во всех организациях, рутина. И в таких поездках, как правило, возникают какие-то сложные моменты, когда во главе стоит человек, который лихо с этим справляется, команде легче работать. Поэтому на месте как-то было проще давать мастер-классы, знакомить с выставкой нашим уважаемым артистам и давать концертные мероприятия. Но очень тяжело дается перелет и технические вопросы. И сразу с корабля, как говорится, на бал. Поэтому мастер-класс, он состоялся. Я хочу выразить благодарность организаторам этого мероприятия, тем, кто включил меня как художника в состав этой делегации, потому что для художника очень важно посещать иногда другие государства, другие регионы, чтобы набираться впечатлений и полным этих новых впечатлений начинать работать. Вот Марет Багудиновна отметила труд Дербичева, Эдельгерея. На самом деле человек сохранил любовь к своей культуре, к своему языку. Если не лучше, то не хуже меня говорил на ингушском, не апеллируя русскоязычным, можно быть, терминами какими-то определенными, чисто на ингушском, не смешивая язык. И пейзажи окружающей среды, если он, например, говорит о поэзии Джамалдина Индиева, он использует сюжеты нашей родной Ингушетии целиком и полностью. На самом деле серия этих работ впечатлила и меня как художника. И я должен отметить, что работы Зелимхана Эсмурзиева очень многих впечатлили. И представитель Академии художеств Российской Федерации во Франции тоже об этом сказал в своем уже выступлении, что несмотря на то, что Зелимхан перенес какие-то тяготы, связанные с физиологическим его состоянием, он не потерялся, он начал работать левой рукой, и его полотна абсолютно не уступают первоначальному его этапу именно развития и становления как художника. Очень высокая была дана оценка его работы. Ну, на этой же выставке были представлены работы и Оздоевой Лиды,
Это декоративно-прикладное искусство. Несмотря на то, что можно и на куске холста писать маслом, и на кусочке древесины маслом, и это живопись, мы видели элементы живописи и декоративно-прикладного искусства. На этой выставке представлены атлиды, и очень высокая оценка, предложение участвовать в выставках. Очень отрадно. То есть, как сегодня здесь отметили, я так думаю, что справились с поставленной перед нами задачей, и очень довольными остались представители, которые с той стороны, которые нас приглашали. На выставке декоративно-прикладного искусства посетителям подарили работы наших мастеров. И, Мария Багаудиновна, как вы считаете, если во Франции или в других странах, городах открыть магазины сувенирной продукции из Ингушетии, то она будет пользоваться спросом у иностранцев? Я думаю, что будет все разлетаться на ура, потому что у Мусы я используя возможности телефона, обратила внимание, как горячие пирожки разлетались его работы, буквально выстраивались в очередь. Он поскромничал, не сказал об этом сейчас. Я наблюдала картину, когда он не успевал дорисовать картину, и все это забиралось. Причем это забиралось не на бесплатной основе, и все парижане, гости требовали, чтобы у них взяли за это деньги, потому что они не понимали, что они говорят, что любое искусство, любой труд должен быть оплачен. Он говорит, вам дарится бесплатно, объясняет знаками, как мог, объяснял Муса. Но, мы должны за это заплатить. И люди просто оставляли деньги, несколько евро, 3, 4, 5 евро и уходили, потому что не уйти без этой работы они не могли. Уж очень была дорогая она им и очень понравилась. А уйти чтобы никак не компенсировать и это внимание своей ответной любовью, признанием, они не могли. Поэтому очень много работ осталось в Мусы, он поступил гораздо хитрее нас всех. Частичка его как художника осталась и в Париже, и улетела далеко за пределы Парижа. Поэтому огромное спасибо и Мусе, и Лидочке Оздоевой, которая является родоначальницей изготовления картин из рыбьей кожи. Это, конечно, нечто уникальное. Мы это преподносили как некая особенность нашего региона. Конечно, все были удивлены. Мы подарили несколько работ и Российскому центру науки и культуры, и руководству Франко-Ингушского центра. Так что спасибо нашим художникам за такое представление нашего региона. Красивое, уникальное представление нашего региона. Муса, что вы рисовали? Я, в принципе, уже не первый раз даю мастер-классы, где-то 60-й мастер-класс, который я даю. И, в принципе, каждый раз, когда ты выезжаешь за пределы региона, ты понимаешь, что людям интересно увидеть пейзаж, окружающий нас именно, нашего региона. И, в принципе, это в основном горные пейзажи. В течение 1 или 2 минут делается одна работа. Это техника живопись пастелью на формате А4 листок, и буквально 2 минуты отводится на то, чтобы человек успел передать этот пейзаж. И самое интересное, что в этой ситуации происходит, людям интересно наблюдать за тем, как рождается эта работа за 2 минуты, и как они начинают видеть горный пейзаж, потому что, как правило, на работу смотрят с противоположной стороны, они стоят напротив меня, они не видят, что происходит, они с той стороны воспринимают все по-другому. Но когда работа разворачивается, это восхищение, этот восторг. И самый интересный момент, что мне понравился во Франции, я не знаю, конечно, и на каждом человеке висит табличка, что и фамилия, и имя, отчество, и должность человека не указывается. И одна из посетительниц нашей выставки, рассматривая мой мастер-класс, я вручаю работу, а потом она с восхищением рассказывает о том, что она директор картинной галереи, что она сама является художником. И она действительно высказывала свое восхищение, что за какие-то минуты родилась работа. Наверное, в каждом регионе художники дают мастер-класс. Они есть такие художники, у нас в регионе есть, и в соседних регионах. Но особенность каждого художника, наверное, это по-своему заставить своего зрителя думать над рождением этой работы, над моментом. Но самое интересное, это когда человек участвует в этой работе, в процессе создания, и он получает ее в дар. Это, конечно, вызывает восхищение у них. Вы сказали, находясь во Франции, вы встречались с уроженцами Ингушетии, проживающими в других странах, например, Норвегии. Давайте посмотрим видео. Норвегия болдук кайы.
خلق ملوخ يعني لي وين يحسق ما متشقى شاولي إذا دعم سي حد مسي جنر خش يخير خش وين هذا صنع حمت عم غول يعني حاجة خاص خير جو يرسم حاجة تاري يسوي يسوي صحابي خاش إنسان داري أسخط وصحابي أحكاشان إنه شيء تبي أحكاشان داري أسخط فده أحكادي يصير وصل صحادر كيس قدر هذا أحكاشو ديك خير توز قلب آخرش حدوبا ديك خير شو سونا كيرد نخبوزة سيميخ كوبوزة بهندند حبي أحكاشان تخبر جو بهندند باش ده هذا خدواتر بدوسوه إنجوشيتي يعني لي مش بس لي مصريين دقي يوال دقي يوال بحجة وساعتي بخوزة حبي أحكاش وقت قبضوك وينه لا دي كان قواتو Bilgi Rehmenbarko Diarias Hal uko haalındır şi sortiyen koz veyn soğuta ve müziği ştaştal şi sortiyen on sortuje khoslah remoting havatski an khatson судохаг из дыка сабр ячута аж барготал кишин Диариас Hal Баркохон. Майя Багудина, вы успели ознакомиться с этими работами? Да, конечно, я успела ознакомиться с ними на стадии монтажа выставки. Мне было интересно, что он привез, потому что я знала этого художника очень давно, лет 30 назад мы познакомились. Он тогда работал в Грозном художником и расписывал какие-то учреждения, там делал большие масштабные работы. Он уехал в Норвегию несколько десятков лет назад и стал преподавать там в театральном училище сценографию. Вот. Мне было интересно, но сценограф – это одно направление, а художник-живописец – это совсем другое. Это очень думающий художник, художник-философ. И мы успели привести некоторые работы его, видео. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно. И он очень часто приезжает на родину, во всяком случае, я думаю, что не реже, чем однажды в 2 года. И я попробую обратиться к нему с просьбой, чтобы он все-таки привез эти картины, потому что творчество Джамалдина Яндиева обожают все наши соотечественники, и когда это будет представлено именно в этом живописном решении, это поэзия его, это философия слога, стиха Джамалдина Яндиева, я думаю, что это будет очень интересно не только интеллигенции, но и всем обывателям, и всем нашим соотечественникам. Давайте поговорим о концертной программе, с какими музыкальными и танцевальными номерами вы завоевывали сердца французов. Ну, что я могу сказать? Во-первых, нас приняли очень тепло. Не знаю, почему-то я сейчас сижу и думаю, что в Англии, что в Бельгии, что во Франции, почему-то мне легче бывает работать со зрителем. Я не знаю, почему это происходит, я не могу это объяснить, может быть, потому что здесь наши... Легче, чем в Ингушетии или в России? Ну, я волнуюсь меньше там. Да, обычно в незнакомой среде человек начинает больше волноваться от новых мест, новых впечатлений. Более зрители, видавшие виды, как говорится. Да, а здесь как-то ты слышишь в такой тишине, что муха пролететь слышно. Люди так открытыми ртами сидят, и они слушают каждую ноту, каждое извлечение звука. И, естественно, хочется еще глубже передать состояние, народные какие-то эти изюминку. Люди сидят, люди умеют слушать. Конечно, это впечатляет, это очень интересно. Потом еще моменты, которые мне понравились. Ребята, на мой взгляд, более ответственнее стали. Все это, конечно, может, потому что под контролем министра все это было. Хотя мы выехали не полным составом, можно, да, Майя Багудина? Да, мы сейчас. Не полным, можно сказать, квартет был по большому счету. Но все равно мы сыграли. Чем меньше музыкантов, тем отчетливее нужно играть, тем качественнее нужно играть. Ты больше слышишь где-то какие-то неправильные, где-то, музыкальным жаргоном говорят, лажи какие-то, да, проскакивают, все это слышно. Поэтому каждый, Адам знает, мы каждый детали буквально оттачивали. Это люди, естественно, слушают. И поразило меня то, что на концерте обязательно у них присутствует музыкальный критик. Француженка, женщина, потом
в коридоре, мы в холле там обсуждали. Она говорит, каждый вот очень интересно. То есть она после выступления встречается с артистами и озвучивает свое мнение, да? Переводят ее, да, и она говорит, как, что ее впечатлило, как все. Конечно, там, ну, в общем, 99% ее все это удовлетворило. Новые звуки для нее, новая гармония, все это, говорит, как это так. А вы лично на выездах исполняете только национальную музыку? Она популярнее всего в национальных людях. Вот, например, я приезжаю куда-то. Не то чтобы необычно, через музыку, через творчество, через картины, через театр ты проникаешь как бы больше, глубже познаешь культуру народа. Культуру народа. Вот. И я даже не зная, там, о чем они говорят, даже по телевизору, да, я сижу, мне интересно, что же происходит в этом. Наверное, это с возрастом как бы начинаешь понимать эти вещи. Также и люди, им интересно наше народное творчество. Понимаете, ну вот все-таки вот эта вот гармония душ, она неважна, ты француз, ингуш, вот, оно все как бы люди понимают, души понимают, конечно. Адам, а каково было вам выступать перед французами? Ну, из-за того, что у нас был ограниченный состав, чтобы показать культуру, обычаи ингушского народа, нам пришлось показать только 2 танца, в которых входит это все. Я думаю, ну, волнение было все равно, но я думаю, что мы показали им и культуру, и обычаи ингушского народа в этих танцах. А в остальном очень было трудно. После танца надо было уже с Тимуром нам еще поработать. Там на барабане играть и на флейте играть надо было нам. И нам это удалось. У нас такой состав был, что все возможно было сделать. А сколько солистов в ансамбле выступали? 2 парных танца было представлено, 2 солиста было, ну, 2 пары было. Это народный артист, заслуженный артист Плиев Адам, Милана Жанхотова, Ася Жанхотова и я. То есть это самый малый процент того, что вы можете показать людям? Да. Вы привезли из Франции небольшой видеоматериал. Давайте посмотрим и продолжим. Мария Багудинова, на концерте выступала арфистка Асета Калуева. Как я понимаю, это новое лицо в вашей команде? Нет, это не новое лицо. Это лицо мы наблюдаем с раннего детства. Да, мы очень давно, лет 10-15 назад, формировали команду. Это было несколько девочек, фортепиано, гобой, флейта. И вот арфа у нас мы посылали на обучение в Центральную музыкальную школу при консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Эти девочки обучались сначала в начальной школе музыкальной, потом уже они заканчивали 11-летку. И Асета пошла дальше, она поступила в консерваторию. И вот теперь уже зрелый музыкант, состоявшаяся арфистка, она стажируется в Осло, в Норвегии, ну и блестяще выступает. Арфистка, она была приглашена тоже в состав нашей группы и с удовольствием приехала вместе с мамой. И целый блок мы уделили Осетии, и выступила замечательно. Это удивительная девочка, она очень гармоничная, она и внешне, и внутренне настолько симпатичный человек, насколько тонкий музыкант, что, наверное,
вот мастерству, игре на арфе другому, наверное, нельзя обучиться, потому что она украсила этот вечер удивительно тончайшим исполнением мировой классики, и мы все получили очень глубокое удовлетворение от ее выступления. А вообще много ли у нас таких юных талантов, которые в будущем могут стать большими артистами? Вы знаете, их, к сожалению, немного. Их единицы. Почему немного? Ну, потому что, к сожалению, у нас профессия музыканта, работника культуры не настолько престижна, насколько этого хотелось бы. У нас в почете юристы, экономисты, врачи. В крайнем случае это образование, в крайнем случае. Но мы пытаемся переманить, так сказать, на свою сторону, но пока привлечь особо нечем. Правда, мы сейчас, в принципе, зарплата по сравнению с тем, что было, повышается. Мы помогаем обучаться, направляем на обучение, поддерживаем всех наших студентов, обучающихся в таких дефицитных, необходимых исполнительских дисциплинах стипендий главы республики. Это специальная стипендия, благодаря которой указом главы она учреждена, кстати, каждый ребенок, обучающийся на этих исполнительских дисциплинах, будь то вокал, хореография или исполнение на музыкальных инструментах, поощряется стипендия ежемесячная в размере 5000 рублей. То есть это дети, которые обучаются, как я сказала, на дефицитных профессиях, по направлению дефицитных специальностей, и те, кто обучается за пределами. Это исполнительские виды: национальная гармоника, фортепиано. Вот у нас учится Николина Парагульгова, по нашему направлению поступила в Инесинку. Она тоже удостоена этой стипендии. Ну, таким образом стараемся привлечь к себе внимание талантливых детей и сопровождаем этих детей, пока они не освоят эти специальности. Приятные впечатления от концерта во Франции остались у профессора Сорбонны Пары Парчивой. Давайте посмотрим. Очень приятно, что видеть в Париже Ингушетию. Приятно видеть французов, которые интересуются. Она доктор по французскому языку, по ингушскому языку. Спасибо всем. Замечательные были артисты. Это дух Родины. Он даже мертвого поднимает. Актеры сегодня именно так и сработали. Очень хорошо. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить всех людей, которые там нас знали, не знали. Знакомые люди, кто с ними танцевал, уехали туда люди, они с большой охотой, с желанием предоставляли транспорт. Все эти люди, они как мы любим друг друга, обнимаемся, как по-братски. Не отходили ни на шаг. То есть это местные жители или представители диаспоры? Наши соотечественники, которые там живут. Мы уезжали, они буквально плакали, там нас провожали всей толпой. Мне хочется искренне их поблагодарить, чтобы они знали, что у них здесь есть всегда поддержка. И так происходит в каждой стране, да, как я понимаю? Да, но опять же в дополнение к тому, что сказал Тимур, хочу искренне поблагодарить действительно и стар, и млад, и ребята молодые, и зрелые, и женщины, и домохозяйки, и молодые, и немолодые. Они окружали нас сиюминутно, прямо ежеминутно. Они предлагали нам поехать туда, поехать сюда. Мы говорим, что некогда, там репетиция ни на одну секунду, несмотря на то, что и сон же это естественное состояние человека. Они не хотели ни спать, ни есть. Они хотели находиться рядом с нами. И эта любовь наших соотечественников, их привязанность, она дает такой свет в душе и ощущение того, что это все не напрасно. Что это все, даже если один человек возрадовался и получил такой огромный заряд для того, чтобы жить дальше со светом в душе, я считаю, что оно того стоило. Поэтому огромная благодарность всем, кто инициировал, и руководству республики, которое посчитало нужным все-таки эту каплю Родины направить туда, чтобы соприкоснулись наши соотечественники, чтобы они понимали, что о них помнят, что их любят, что это делается в конце концов для них. Поэтому огромное спасибо всем, и кто нас принимал, и кто нас направил туда. А со своей стороны мы будем всегда стараться и продолжать в том же духе. Марья Багудиновна, я провел мониторинг информационных источников. О вашем визите во Францию говорили не только ингушские СМИ, но и печатные издания других северокавказских регионов. И такие крупные информагентства, как ТАСС, Регнум, Интерфакс, и Рамблер, Вести. Кроме того, я ознакомился с информационной лентой французских СМИ.
где сообщалось о проведении Дней культуры Ингушетии. Читал комментарии под публикациями. Вот один из них пишет француз Жан-Пьер Невео. «Как жаль, что на этой неделе, то есть Дни культуры Ингушетии, я бы с удовольствием преодолел 350 километров, чтобы увидеть это». В пресс-релизе Минкультуры говорится, Дни культуры Ингушетии прошли с участием большого количества зрителей, заинтересованных в традиционной ингушской культуре. То есть, как я понимаю, там собрались люди, которые уже знакомы с Ингушетией и ожидали подходящего случая, чтобы познакомиться с историей и культурой нашего края. Я правильно понимаю? Ну, за явку и приглашение гостей у нас отвечал наш инициатор Иса Боков. Он сам руководитель нашего франко-ингушского центра. Он является одним из преподавателей знаменитого университета Сорбонны. В основном люди были по приглашению. Конечно же, те соотечественники, которые могли бы принять участие в этом мероприятии, вот они, к сожалению, не все смогли попасть ввиду ограниченности возможностей зрительного зала. Там около 150 мест посадочных всего. И этих мест едва хватило на приглашенных, в том числе ВИП-гостей из посольства Российского центра науки и культуры и университета. И наших соотечественников, к сожалению, было не так много. А есть такие посетители, которые говорят, что да, мы о вас слышали, мы вас знаем, что есть Ингушетия, но у нас не было возможности ознакомиться с культурой, поговорить лично с представителями Вы знаете, этой нации. вот те люди, которые соприкасались и с Ойбоковым, с Парой Парчиевой, они об этом, конечно, не говорят. Они знают, что такое Ингушетия, что это за регион, что это за народ, каковы корни, традиции, потому что та же Франсуаз Гизригерен, она целые научные статьи и работы писала о горной Ингушетии, об истории Ингушетии, и очень хорошо осведомлена была о нашей культуре. Но вот те французы, которые впервые по приглашению пришли сюда, увидели, они говорят, это нечто уникальное, это удивительный регион, это удивительная культура, и были буквально заворожены вот нашей культурой, вот поддерживая слова Тимура Дзейтова. Может быть, действительно, это немножко странно, но где бы мы ни были по всему миру, бывает, что какие-то мотивы вот для меня неприятные, там, не близки. Вот так вот получается, все, что мы представляем, оно как-то закрадывается в душу, вызывает ответные эмоции. Люди очень долго не расходились. Мы бы уже и рады были покинуть этот Российский центр науки и культуры, но никто никуда не уходил. Это было приятно, но ужасно утомительно. Все хотели пообщаться с каждым артистом, сфотографироваться с ним, поговорить с ним. И языковой барьер тут уже не имел значения никакого. Когда они хотели действительно получить нужную информацию и поговорить вот как с близким человеком, они хватали любого ингуша, проживающего во Франции, и заставляли его переводить и общаться на интересные темы. Очень много было вопросов и по памятникам, и по музыкальной культуре, по живописи, по национальному костюму. Очень много было предложение по картинам из рыбьей кожи. Нашу Лиду пригласили на всемирную выставку в Париже в следующем году. То есть это, конечно, было очень приятно. Давайте, как в прошлый раз, сравним французов и итальянцев. Тогда вы сказали, что итальянцы, они немного холодные, а французы, они более так расположены к артистам. Даже вот сейчас, может, мнение поменялось? Провокационные вопросы мне сложно. Это совершенно разные две истории, потому что в Италии мы представляли только музыкально-хореографическую культуру, а здесь мы представляли очень многогранно Хотя наш мы субъект. видели, как вас встречали. Да, многогранно субъект. Я вам скажу, что отношение 100% положительное, 100% интерес и приятие, вот если можно употребить такое слово, нашей культуры. J'étais vraiment étonné et agréablement surpris. Я очень был поражен такой презентацией, потому что я сам очень люблю музыку классическую, я владею магазином арфы, и меня это очень впечатлило. Я очень хочу сказать большую вам благодарность за то, что вы сумели это так хорошо организовать. Я благодарю именно актеров, я благодарю художников, я благодарю тех, кто все-таки способствовал тому, чтобы они приехали сюда. То есть вы все вместе. Мы росли на песнях «Лом», и благодаря этим песням и вообще книгам, которые как-то достались от папы, от мамы, язык не забывается. Они очень дорогие. Да. Баркаушин. Мне понравилось. Молодцы. Особенно девочка, которая в «Голосе» принимала участие.
Хотелось бы спросить по технической части. В прошлый раз у вас были проблемы с тем, что покрытие сцены было слишком скользким, и поэтому солистам было сложно выступать. Во Франции, Тимур или Адам, у вас возникали такие проблемы? Все, что мы по нашему требованию, просьбе, требований никаких не было, нам все предоставляли. Заменить, например, динамический микрофон на конденсаторный легко. Сейчас принесем, там, если провод какой-то, все, сразу же люди отзываются. Все было. Свет, все по последний писк, в общем, все было. Вот. Плюс звуковое оборудование очень качественное, мониторы, все было, я не знаю. А насчет пола, наверное, у Адама, тебе не скользко там было? Ну, сколько там скользкого не было ничего, но просто зал был очень маленький, там 5 на 6 только зал был. И это очень маленькая сцена была. Сравнить с Италией, да, действительно маленькая сцена для нас. Нам так надо широко все это показывать. Вот для нашей группы было как раз, для нашей маленькой группы. Наши соотечественники, проживающие в Европе, вместе с представителями ингушской делегации посетили могилу известного общественно-политического деятеля на Северном Кавказе, создателя одного из первых ингушских алфавитов, автор ряда фундаментальных научных работ по истории и культуре ингушей Магомеда Джабагиева. После революции Магомед Эльджиевич находился в миграции, жил в Марселе, затем в Париже, где он умер в 1937 году. Марет Багудиновна, посещение могилы Магомеда Джабагиева входило в программу пребывания во Франции, или вы приняли это решение, находясь уже в этой стране? Изначально нет, конечно, потому что все было достаточно плотно, но очень много мероприятий возникало по ходу, потому что сами обстоятельства, вот та консолидация наших соотечественников, которая была вот наглядно, визуально осязаема вот при проведении мероприятия, конечно, она побудила откликнуться на предложение Исы Бокова посетить это мусульманское кладбище и, в частности, место захоронения Магомеда Джабагиева. Конечно же, я с удовольствием откликнулась. И те ребята, и Эдельгерей Дербичев, там, и диаспора, которая приехала из Бельгии, мы все отозвались и с удовольствием, соблюдая все необходимые ритуалы вот, для посещения этих мест, конечно же, посетили с удовольствием, потому что могли ли они думать, эти наши соотечественники, что когда-то через несколько десятков лет приедут их потомки и будут читать дуа, и вспоминать их добрым словом, и чтить их память. То есть я думаю, что это очень важно. Что вот такие мероприятия, где мы бы ни были, мы должны откликаться и обязательно посещать эти мероприятия. В ходе этого визита вы также провели и официальные встречи. С кем встречались и о чем говорили? Мы, конечно же, встречались с руководством Российского центра науки и культуры, который любезно предоставил нам все помещения этого центра. Это, конечно же, шикарный особняк в центре Парижа, который был предоставлен для проведения выставочных мероприятий, ну и, конечно же, концерта. Хозяева любезно, так сказать, откликались на все наши просьбы и в плане оснащения и видео оборудованием, звуковым оборудованием, музыкальными какими-то специфическими техническими средствами. Я должна сказать, ни в чем мы не имели отказа. И мы могли все задуманное, мы достаточно качественно смогли передать. Все подвесы для наших картин, мольберты, в общем, витрины, то есть все, столы для презентации национальной кухни, все было предоставлено на высшем уровне. И вот встреча Владимира Шатилова, официальная наша встреча, дала понять, что они еще жаждут такой встречи повторно. Давайте посмотрим комментарии советника посла России во Франции Дмитрия Плохотнюка и продолжим. Нам нужно развивать больше отношений именно не только культурных. Культура – это очень хорошо, она наша такая народная дипломатия, но нам нужно развивать экономику, в том числе подтягивать французов. И я думаю, что было бы неплохо, если бы Ингушетия представила свой экономический, инвестиционный потенциал в Ингушетии. И здесь, я думаю, и наш посол Алексей Мешков, и посольство, и торпредство, другие российские заграничные учреждения могли бы оказать неоценимую помощь. Мы бы могли у себя, даже в посольстве, на нашей площадке провести презентацию региона. Естественно, для этого нужно, чтобы было
воля господина Евкурова, президента Ингушетии и всего правительства, мы с удовольствием вместе бы поработали, подтянули бы на эту презентацию, если она состоится. Дмитрий Плохотнюк предлагает хорошую идею презентовать регион в посольстве России во Франции. Как вам эта идея? Ну, конечно же, любое позиционирование субъекта, любое продвижение субъекта, любые возможности, так сказать, межкультурного общения, но и представления региона не только в плане культуры, но и его инвестиционных, экономических возможностей, конечно же, это должно приветствоваться каждым из нас, потому что субъект молодой, субъект развивающийся, как сказали, и те, кто соприкасался с нами, динамично развивающийся, имеет право представлять все грани своего развития на мировом уровне, имеет право на это, исходя из его сегодняшней составляющей. Поэтому, конечно же, у меня такая была миссия передать эти пожелания посольства и посла Российской Федерации во Франции, провести все-таки крупномасштабные мероприятия, посвященные презентации нашего региона в целом, как то туристическое, инвестиционное, экономическое, ну и, конечно, культурное. И во время моего визита вместе с Исой Боковым в посольство, нам были продемонстрированы огромные возможности самого посольства, которое занимает несколько гектаров в центре Парижа. Здесь не только выставочные экспозиции можно разместить, но и деловую часть, встречи с бизнес-сообществом, а также около 4 мест посадочных имеет возможность предоставить зрительный зал. Он оснащен, естественно, и современным видео, звуко- и световым оборудованием. Поэтому посольство готово принять в очень широком, крупном масштабе нашу делегацию и провести, помимо таких развлекательных мероприятий, еще и презентационные деловые мероприятия с привлечением бизнес-сообщества, проживающих во Франции. Посольство готово, если мы этого захотим? Да, они ждут они свое предложение сделали, они ждут нашего ответного шага и готовы сейчас же приступить к реализации этого проекта. Я желаю, чтобы ваши гастроли продолжились, и чтобы вы радовали наших соотечественников и иностранцев, и желаю в этом удачи. Это была программа «Главное». Мы говорили о прошедших недавно Днях культуры Ингушетии во Франции. Всего доброго.